Искусственное освещение, светофоры, пешеходные дорожки – на этом понтоне все продумано до мелочей. Сделано для людей и с любовью. А еще в самые сжатые сроки. Так что хвалить архангельского подрядчика сегодня не перестают ни представители местной администрации, ни сами жители. По такому мосту, конечно, будет ездить на работу одно удовольствие. Хотим сказать большое спасибо тем, кто начал работу по закупке этого моста, кто продолжил ее и кто ее закончил. На протяжении 4 месяцев мост собирали на берегу Ижмы. Это 23 плавучих понтона, скрепленные между собой специальными пролетными замками. Работать подрядной организации в 150 человек пришлось в несколько смен. Российский речной регистр, выступивший главным ревизором в работе, контролировал процесс возведения конструкции от начала и до самого конца. И, что показательно, получить освидетельствование от федерального контролера нам удалось без нареканий. Мост относительно несложный в исполнении. Сложность была в удаленности 900 километров от города Котласа. Это все-таки как бы большое плечо. Больших сложностей в выполнении заказа не составил. Погода нам помогла. Вылилась долгожданная переправа в 75 миллионов рублей. Деньгами местной администрации помогла республика. В итоге конструкция в 350 метров связала некогда недоступные берега. Расстояние, во многом определившее качество жизни зареченцев. Мы планируем установить видеонаблюдение ради того, чтобы безопасность передвижения и сохранения моста. Ну а светофор и освещение моста, оно имеется согласно контракту. А ведь прежде жителям Сизябска, Бакура, Мохчи и Гама жилось с куда меньшим комфортом. Переправа через реку была только пешеходная, и та в аварийном состоянии. О наболевшем вопросе прошлым летом общественники рассказали главе республики на встрече в Ижемском районе. Тогда Сергей Гапликов заверил, безопасный современный мост у них обязательно появится. И вот уже через год проблемы не стало. Действительно, заречье без этого моста оторваны. Даже на время жизнь прекращается как будто. Так было, но надеемся, что так больше не будет. Что этот мост будет служить долго-долго верой и правдой. О такой же новой переправе мечтают и жители Усть-Куломского района. Там обитатели деревни Нижний Ярошью уже который год с грустью встречают осень. С первым снегом они опять окажутся отрезаны от райцентра и переправляться через Вычегду смогут только на лодках. На данный момент у нас понтонная переправа и в Пожиге, и там же в Кырныше. Но весной и осенью, зачастую осенью даже, он как бы из-за подъема воды не работает. И добраться, скажем, до той же больницы в Усть-Кулом или в Помозино уже проблема. При этом уже 20 лет жители Левобережья любуются на капитальный мост, который начали строить еще в 90-е. Всего-то вроде бы и нужно соорудить подъезды к нему, проложить дорогу, и круглогодичная связь с большой землей обеспечена. Только вот на все работы по предварительным подсчетам нужно 2 миллиарда 300 миллионов рублей. О застарелой проблеме усть-куломцев власти республики знают и ищут варианты, которые позволят решить проблему раз и навсегда. Ну а пока стараются сделать жизнь сельчан легче, обеспечив понтонными переправами. В том же Усть-Куломском районе новый понтонный мост в рамках социального партнерства республики с Сыктывкарским МОНДИ СЛПК установят у села Вольдино. Еще один отремонтируют. Планируем до конца года построить 2 моста. Один мост построить, то есть поставить новый, это у села Вольдино, было понятно, до зимнего сезона. Второй мост будет ремонтироваться по движениям, это мост у села Устнем. Значит, мост на Вольдино запланирован там строиться за 13 миллионов, а значит, мост у Устнема там 17 миллионов рублей будет стоить. Контракты уже заключены, и теперь дело только за подрядчиком. Им, к слову, стала компания, возводившая новую Ижемскую переправу. Светлана Некрасова, Любовь Филиппова, Денис Городилов, телеканал Юрган, Ижма, Усть-Кулом.